Ингушетия уже начала готовиться к реализации нового майского указа президента России о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года. Об этом доложила заместитель председателя правительства Ингушетии Мадина Гойгова на расширенном заседании правительства республики. В соответствии с указом приоритетными задачами являются: обеспечение роста населения, повышение продолжительности жизни, снижение уровня бедности до 3 раз и повышение реального дохода граждан. Одна из главных задач – внедрение технологических инноваций и вхождение России в число сильнейших экономик мира. Указом определены 12 приоритетных направлений развития, в рамках каждого из которых выделяются 2 категории. Цели, сформулированные в виде конкретных преимущественно численных показателей, и задачи, определенные в более общих и в основном в качественных терминах. Рассмотрим первые 2 направления, указанные на слайдах. Это демография и здравоохранение. Демографическая ситуация в регионе характеризуется высокой рождаемостью, низкой общей смертностью и относительно высокой продолжительностью жизни, которая в регионе составляет 81,6 лет. Самый высокий показатель Российской Федерации. Отметим, что согласно указу, данный показатель по стране к 2024 году должен составлять 78 лет. То есть мы видим, что уже на текущую дату у нас есть достижение данного показателя. При этом по данному приоритетному направлению остается проблемный вопрос увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, которая к 2024 году должна достичь 55%. На сегодняшний день данный показатель в Ингушетии составляет 16,4%. В связи с этим необходимо разработать комплекс мер по созданию условий для всех категорий и групп населения для занятия физической культурой и спортом, а также по повышению уровня обеспеченности населения объектами спорта. Глава региона обратил внимание на необходимость создания во всех министерствах и ведомствах плана графика по достижению показателей, указанных в майском указе президента страны. На примере Министерства спорта. Как достичь 55%? Если вы будете ждать строительства дворцов, фоков и так далее, то вы этого не достигнете. У нас есть сейчас программа, у нас есть понимание, что мы ожидаем там в ближайшие годы. Но есть такое понятие, как спортивные площадки. Вот есть воркаутные площадки, где люди занимаются. Есть спортзалы, расширение. Я уже говорил там, например, сейчас мы хорошие спортзалы строим, школы там 1500 мест и так далее. Секционные соревнования. Сейчас, если проверить вашу работу, то вы нигде не учтете секции в школах шахматные. Это тоже спорт. Это спортивное. Мы же завели туда специально спортивные шахматные секции, завели в школы. Так нет? То есть вы должны это все, хотя бы то, что есть, уже поднять и спланировать. И у вас должно быть таким образом, чтобы в плане должно быть прописано, например, если сегодня 16%, у вас должно быть расписано к концу, там, грубо говоря, там, 2019 года это будет там 22%, там столько-то процентов. У вас по каждому году должно быть расписано. И под каждый процент у вас должно быть прописано, на основании чего это все делается. Вот так на примере как Минспорта, так и у всех должно быть это все прописано. Поэтому обращайте на это очень серьезное внимание и изучите это дело.